Рамадан на канале Аль-И'тисам 1445 года по хиджре. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Дорогие мусульмане, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Наконец-то наступил тот месяц, который мы долго и долго ждали. Это месяц, благословенный месяц Рамадан. Этот месяц, который Аллах Субханаху ва Тааля, который поставил в этом месяце много блага и много благословения. У нее достоинства очень много. Дорогие братья мусульмане и сестры мусульманки, делайте искреннее, хорошее намерение, чтобы этот месяц провести достойно, должным образом, с богобоязненностью. Делайте искреннее намерение, чтобы этот месяц оставить все грехи и делать благие деяния. Дорогие мусульмане, чтобы у нас было больше желания, чтобы этот месяц привести должным образом, некоторые достоинства этого месяца, иншаллах, напомним вам. Вы их знали, но все равно напомним поистине. Напоминание помогает верующим. Во-первых, этот месяц – месяц Корана. Шахрул Коран. Этот месяц – месяц Корана, как Аллах в Коране сказал, «Шахру Рамадан, аллази унзиля фихи Коран». Месяц Рамадан – это тот месяц, который был ниспослан к нам, этот Коран. Слова Аллаха Субханаху ва Тааля, который сверху семи небес ниспослал нашему посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и Мухаммад к нам донес, ничего не добавляя и ничего не убавляя. Это Коран является для нас законом. Это Коран является нас прямым путеводителем, верным руководством, как Аллах в Коране говорит, «Заликаль китаб ла ройба фих, худан лиль муттакин». Это книга, о которой нет никакого сомнения, которая является верным руководством для богобоязненных. Этот месяц, месяц Корана, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянствовал чтение Корана. Наши салафы даже свои деяния оставляли, готовились к этому месяцу. Даже они некоторые уроки оставляли и читали Коран. Из этого, те, которые знают читать Коран, мусульмане, читайте каждый день хотя бы один джуз, это минимальное, чтобы в конце месяца хоть один раз Коран закончить. А так, наши салафы были, которые заканчивали Коран за 3 дня, за неделю. Даже некоторые из них были, которые день один раз Коран заканчивали. Из этого как у вас получится? Тем более сейчас делов много. Это минимальный, это хотя бы один раз в месяц закончил Коран. Этот день один джуз читать, это, наверное, максимум полчаса. Кто читать не умеет, братья, алхамдулиллах, все равно получит вознаграждение. Если кто-то дома читает Коран, кто знает, и будет сидеть, слушать его. Это тоже, если нету дома, чтобы дома баракат было, чтобы дома чувствовал, что Рамадан есть, включите, телефоны есть, в Ютубе разные чтите с красивым чтением. Выберите тот чтение, который вам нравится, хотя бы от начала до конца его Коран слушайте. День, полчаса будете слушать, в конце месяца весь Коран закончится. Второе, этот месяц, в этом месяце есть такая ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. Это один ночь лучше, чем 1000 месяцев. Как Аллах в Коране сказал, «Лейлатул кадр хайрун мин альфи шахр». Лейлатул кадр, ночь предопределения, это лучше, чем 1000 месяцев, которые нет предопределения. Это 1000 месяцев, если смотреть, это больше 80 лет. Больше 80 лет, которые есть, чем это ночи, лучше это один лейлатул кадр. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Который не спускается эту ночь ангелы. И варрух из ангелов, еще самый лучший из ангелов, это кто? Джибрил. Джибрил тоже не спускается на землю с дозволением Аллаха Субханаху ва Тааля. Из этого, братья мусульмане, если, как некоторые ученые сказали, Лайлатул Кадр, если нам сообщил Аллах Субханаху ва Тааля,
один из ночей всего года, это было бы достойно, что все ночи года оживлять, чтобы попасть в это Лайлатуль Кадр. Но Аллах Субхану ва Тааля нам облегчил, сказал, Лайлатуль Кадр это что Рамадан месяце. И в Рамадан месяце пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам облегчил и сказал, последние 10 дней Рамадана. Из последних 10 дней Рамадана еще сказал, нечетные ночи Рамадан месяца, 21, 23, 25, 27, 29, эти ночи, один из них будет Лайлатуль Кадр. Оживлять последние 10 ночей, ты 100% получишь это аджр. Это вознаграждение. Хотя даже если даже не узнаешь, какой из этих ночей. Из-за этого старайтесь, братья мусульмане, получить это вознаграждение. Третье. Этот месяц Аллах Субхану ва Тааля заковывает шайтана и закрывает ворота ада для мусульман. И открывает ворота рая, имеется в виду, облегчает людям деяния, которые их ведут в рай. Этот месяц, в который мы можем делать много садака, этот месяц, в который мы можем делать много хороших деяний, таравих, ураза, садака, зикр, поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Этот месяц, который открывает ворота рая, закрывает ворота ада и заковывает шаятины. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передал Абу Хурайра, когда придет Рамадан месяц, открывается ворота рая и закрывается ворота ада. В другом хадисе говорит, «Васуффидат иш-шаятин» и заковывает шайтанов. Нам легче становится поклонение. Начинайте с первого дня Рамадана, начинайте таравихами, дуа, тауба, покаяние, вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля. О тот, который целый год грешил, о тот, который целый год не молился, вернись к Аллаху Субхану ва Тааля, покайся, вернись к Аллаху, прими ислам. О тот, который молился и делал грехи, покайся, какие бы большие твои грехи не были, если искренне покайся перед Аллахом Субхану ва Тааля, Аллах простит твои грехи, пока ты не делаешь ширк. О тот, который делает ширк, просит у мертвых и просит у старов, у ангелов, у других, оставьте этот ширк. Поистине этот ширк портит ваши все деяния, которые вы делаете. Вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля. Этот месяц Рамадан является причиной прощения грехов, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман сама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддам мин замби». Кто будет поститься месяц Рамадан с иманом, с верой, и желанием, что получить вознаграждение от Аллаха Субханаху ва Тааля, все прошлые прошедшие грехи его Аллах Субханаху ва Тааля простит. Пост этот месяц прощает маленькие грехи, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пост этот месяц прощает маленькие грехи от Рамадана до Рамадана, которые были. Смотрите, от Рамадана до Рамадана, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-салаватуль хамс, пятикратный намаз, пятницы до пятницы, Рамадан до Рамадана, мукаффиратум ма байнахунна, они являются, которые прощающие грехи. Аллах Субхану прощает грехи в этот момент. Иза жтунибатиль кабаир, если большие грехи оставят большие грехи, мы должны покаяться. Какие большие грехи? Тоже Аллах прощает, если покаешься. Из больших грехов является сихр. Из больших грехов является спиртное пить. Из больших грехов является прелюбодеяние. Из больших грехов является лжесвидетельство против мусульманина. Из этого покайтесь, вернитесь к Аллаху Субханаху ва Тааля этот месяц. Это большая радость для мусульман. Это радость для мусульман. Это месяц, который 6 месяцев наши предки ждали этого месяца. Просили Аллаху Субханаху ва Тааля, оставил Аллах меня дожить до Рамадана. Алхамдулиллах, мы дожили. Не потеряйте этот момент, не теряйте этот момент, не теряйте этот сезон, используйте этот сезон должным образом. Не забывайте этот месяц ваших братьев, которые сейчас в данный момент находятся в очень трудном положении. Наши братья, которые находятся в Газзе, наши братья, которые находятся в Уйгуре, Китае, в Шаме. Делайте за них дуа. Когда вы отпускайте свою уразу. Этот момент просите Аллаха Субхану ва Тааля: «О Аллах, нет у меня возможности поехать, нет возможности помочь этим людям. О Аллах, посредством моей дуа помоги им, о Аллах». Делайте искренний дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля помогал нашим братьям-мусульманам. Это месяц есть каждую ночь, которую Аллах Субхану ва Тааля освобождает из огня ада мусульман. Даже те люди, которые уже им было обязан ад, Аллах Субхану ва Тааля освобождает от этого. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, хадис, который передал Абу Хурайра,
Когда, говорит, будет первая ночь Рамадан месяца, суффидат шаятин, заковывает шайтаны, вамарадатуль джин, и шайтаны и джинни заковывают эту ночь, первую ночь. Вагулликат абуабун нар, и закрывает ворота ада, и ни один ворота из них не открывается, и открывается ворота рая, и не закрывается ни один из них. И каждую ночь будет галашатай зевать, каждую ночь. Я баги аль-хайри акбил. О, тот, который делает хорошие деяния, давай стремись, делай, больше делай это деяние. Ва я баги яшар, о, тот, который делает плохое деяние, зло, остановись, аксир, говорит Аллах, этот галашатай каждую ночь. Валиллахи утака минан нар, вадалика кулля лейла. Валиллах утака минан нар. Для Аллаха есть освобождающие люди, Аллах, который освобождает людей из огня ада каждую ночь. Говорит. Это их происходит каждую ночь. Каждую ночь, говорит Глашатай, который делает добро. Акбиль, увеличь, делай, побольше делай. Тот, который делает зло, плохое, остановись. Это каждую ночь. Это некоторые достоинства этого месяца, не все достоинства, это некоторые достоинства этого месяца. Неужели вот этого нам не хватает, чтобы каждую ночь мы это оживляли, выстаивали, делали таравих, не пропускали джамаат намаз в мечети, не пропускали суннаты, которые делаются перед намазом и после намаза, не пропускали садака, хоть каждый день, хоть малый садака делать, и делать дуа за наших братьев мусульман. Как сказал поэт, يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عسى ربه في شهر شعبان. О, тот, который не хватает и уже делал грехи Раджаб месяце, не остановился, даже делал грехи в Шаабан месяце, который сейчас заканчивается. لقد أذلك شهر الصوم بعدهما. После этих оба месяцев еще тебе пришел сейчас месяц поста Рамадан. فلا تسيره أيضا شهر عصيان. Не превращай этот месяц грехов. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا. Читай Коран и больше поминай Аллаха субханаху ва та'аля. Тасбих делай. Субханаллах, субханаллах, субханаллах аль-азим ва бихамдихи. فإنه شهر تسبيح وقرآن. Это месяц тасбиха, месяц поминания Аллаха и месяц Корана. كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. Сколько ты знал до этого, которые ураза держали, прошлые, из соседей, из семьи твоего, из твоих соседей и твоих братьев. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم. Их уничтожил смерть. Нету их сейчас в этом году, но Аллах субханаху ва та'аля тебя оставил хайян, живым сейчас. فما أقرب القاسي من الداني. Это далекие от близких, а как они близки? Далекие сейчас близкие, которые будет смерть. Но тебя оставил этот месяц. Не превращай его месяцем грехов. О мусульманин, о мусульманка, о наши братья мусульмане и мусульманки, превращайте этот месяц в месяц поклонения. Покайтесь. О тот, который до сих пор, который не покрылась, покройся. Одевай хиджаб, одевай исламскую одежду. Клянусь Аллахом, ту красоту, которую ты показываешь чужим людям, себе грехи делаешь и других заблуждаешь, чтобы заставлять мужчин за тебя смотрели, но это тебе ничего не даст, кроме больших грехов в судный день. Если ты покроешься, не покажешь свою красоту, кроме тем людям, которые достойны это увидеть, твой муж и твоей семьей, иншаллах, за это ты получишь вознаграждение от Аллаха субханаху ва та'аля. Не говори, сейчас скоро, которые будут теплые дни, горячие дни, не могу, жаркие дни, не могу носить эту одежду. Не забывайте, поистине огонь ада еще жарче. Тот, который целый год не оставил грехи, не оставил сигарету, не оставил спиртное, не оставил гиба, бухтан, наговоры не оставил, за кого-то злословить не оставил. Оставь сейчас, покайся сегодня ночью, вернись к Аллаху субханаху ва та'аля. Тот, который до сих пор в мечеть не ходил, делай намерение, сегодняшней ночью, начиная с таравиха, иша намаз, таравих, ходи в мечеть, делай, найди мечеть, который читает побольше Коран. Не так быстро таравих заканчивается, джуз читает, полджуза, побольше Коран читает, старайся.
поклонениях. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам и вам силу, чтобы привести этот месяц должным образом, как подобает мусульманину, как проводил его наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники. Джазакум Аллаху хайран. Иншаллах, завтра является Рамадан месяц. Поститесь, не пропускайте. Оставление ураза, это является очень тяжким грехом. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.